Чечне около 300 человек из-за схода оползня остались без крыши над головой. В Веденском районе республики ввели режим чрезвычайной ситуации. Поток из грязи и камней накрыл 3 села. Пострадали 45 домов. 22 строения полностью разрушены. За ходом спасательных работ наблюдает мой коллега Артур Мустаев. До сих пор не могу поверить в то, что это произошло. Дом Мариам Сельмурзаевой разрушается прямо на ее глазах. Женщина живет здесь полвека и говорит, что за это время никогда не видела такого. Ее жилье оказалось первым на пути оползня и пострадало больше всего. Я не знаю, что делать дальше. Без помощи властей мы не справимся. Из-за оползней за одну ночь без крыши над головой оказались 229 человек. Повреждены 45 домовладений. 22 дома разрушены полностью. Местных жителей пришлось эвакуировать. Развернуты пункты временного размещения. В Веденском районе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Сегодня стоит задача, экстренная задача оказания помощи пострадавшему населению по эвакуации, чтобы сберечь жизнь и здоровье пострадавших. А в дальнейшем уже будут предприниматься решения оказания социальной помощи. От проливных дождей пострадали сразу несколько районов Чечни. В Шатойском селевые потоки перекрыли главную автодорогу. Десятки населенных пунктов в высокогорье отрезаны от внешнего мира. Другой дороги нету, чтобы на транспорте. А так пешком через вот этот хребет, вот так ходят, переходят пешком. Никогда истории не было, чтобы в данном участке были оползни или что-то такое вроде того. А мы сегодня видим, какой массив пошел вниз. Вчера с ночи, с часа ночи, уже подразделениями Министерства автомобильных дорог начаты работы по ликвидации этих последствий, чтобы обеспечить проезд. Обстановку в районах руководители экстренных служб доложили Рамзану Кадырову. Исполняющий обязанности главы Чечни поручил подсчитать убытки и уже сейчас приступить к ликвидации последствий стихии, не дожидаясь улучшения погоды. В первую очередь надо помочь пострадавшим и восстановить движение на автодорогах. Необходимо направить все силы и средства в пострадавшие районы и работать при необходимости в круглосуточном режиме. Уже в ближайшее время ничто не должно напоминать о последствиях стихии. Между тем, в самом Грозном проливные дожди не нанесли какого-либо ущерба. Избежать опасных последствий помогли масштабные берегоукрепительные работы, которые проводились последние несколько лет. Сейчас городские власти проверяют незащищенные участки дамб. Мы сейчас проводим обследование берегов, берегоукрепительных работ проводим с тем, чтобы воспользоваться передышкой, подготовиться, посмотреть, где у нас слабые участки и принять соответствующие оперативные меры. За обстановкой на реках ведется непрерывное наблюдение. Специалисты Центра управления в кризисных ситуациях и синоптики следят за погодными явлениями в круглосуточном режиме. Каждый час эта информация поступает в МЧС и районные администрации. Артур Мустаев, Зелимхан Бунташев, Вести, Чеченская Республика.